любят судиться и судятся. И правильно, кстати говоря, делают. Как минимум 80% того, что вы выиграете. Можно по-разному к этому относиться, но тем не менее. Никто не может лишить права обжаловать решение суда. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства «Корнев и партнеры». И сегодня мы поговорим о 5 мифах судебной системы России. Итак, я не буду сегодня голословен. Я постараюсь оперировать фактами. При подготовке этого видео я опирался на официальные данные Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Все они раз в год, обычно как раз в феврале-марте, выпускают краткую характеристику преступности в Российской Федерации за предыдущий год, 2019. Именно этими цифрами, именно из этих докладов я и буду сегодня оперировать. Итак, сначала немножко о статистике. В 2019 году, по данным Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, было зарегистрировано чуть больше 2 миллионов преступлений. Что это значит? Это значит, что по этим обращениям граждан было принято решение о возбуждении уголовного дела. То есть факт преступления был установлен. Если мы кратко посмотрим на характеристику состава этих преступлений, то мы увидим, что половина всех преступлений – это преступления экономической направленности. 38 с небольшим процентов банальные кражи. И что стало лично для меня открытием, больше 12% это мошенничество. Вот в совокупности они дают половину всей преступности в Российской Федерации в 2019 году. А, например, убийство всего лишь 1,5%. Видим ярко выраженную экономическую направленность нашего преступного сообщества. Ущерб от этих преступлений составил астрономическую сумму – более 600 триллионов рублей. При этом закончено расследованием и передано в суд всего лишь 1 с небольшим миллион уголовных дел. То есть примерно половина, а вторая половина приостановлена или прекращена. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Итак, миф первый, что российская судебная система носит ярко выраженный карательный характер. Действительно, если обратиться к официальным данным Верховного суда, в 2019 году оправдательных приговоров было всего 1% в отношении 2 с небольшим тысяч человек. В связи с чем это связано? Да это связано с тем, что люди не сильно понимают, как устроена стадия судопроизводства у нас в Российской Федерации. Ведь до того, как в суд попадает уголовное дело, есть несколько фильтров. Первое – это доследственная проверка. Второе – это прокуратура, которая проверяет и дает согласие на возбуждение уголовного дела. Третье – это само следствие, на котором устанавливается, кто именно и что сделал. И, наконец, четвертая стадия – та же самая прокуратура, которая утверждает обвинительные заключения. Пройдя все эти фильтры, до суда доходят только те уголовные дела, виновность лиц в которых полностью доказано. Конечно, есть еще заказные дела, ангажированные, политические и так далее, но поверьте, их не так много. Безусловно, в этом 1 миллионе уголовных дел, который не дошел до суда, однозначно достаточно большой процент коррупционных дел, которые возбудили для того, чтобы надавить на бизнес, кого-то запугать и так далее. И именно такие дела очень часто не доходят до суда, потому что еще на следствии все цели были достигнуты, ради чего это делалось. Такие дела в основном приостанавливаются по таким основаниям, как неустановление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. И их на сегодняшний день очень много, половина. Это очень плохой показатель. Но тем не менее, давайте посмотрим там же, на сайте Верховного суда, а сколько же уголовных дел было прекращено судом. Это будет очень внушительная цифра. 23%. Только по 75% уголовных дел люди были осуждены. Досмотрите это видео до конца, и я сделаю подробный обзор того, какие приговоры выносит наша судебная система. Почему-то никто не считает эти 23% в пользу суда.
все отталкиваются исключительно от 1% оправдательных приговоров. Опять же, откуда берутся эти проценты? Они берутся от того количества уголовных дел, которое направлено в суд. Корректней посмотреть от всего количества уголовных дел, которые были вообще возбуждены. То есть от 2 миллионов. А если еще дальше пойти, то нужно посмотреть статистику по заявлениям граждан. К сожалению, за 2018 и 2019 годы я не нашел статистику по обращениям граждан о совершенных преступлениях. Но в 2017 году, а я думаю, ситуация сильно не изменилась. Всего граждане обращались аж 30 миллионов раз. Естественно, это и уголовные преступления, и административные. Конкретно уголовных преступлений в 2017 году было зарегистрировано 2 миллиона. Примерно столько же. По 6 миллионам обращений граждан, по 6 миллионам были вынесены отказные решения. Не усмотрели там состава преступления. То есть в 2017 году граждане писали заявления о преступлениях 8 миллионов раз. При этом надо понимать, что больше половины уголовных дел, 55%, в суде были рассмотрены в особом порядке. Это когда обвиняемый признает свою вину и суд не рассматривает доказательства. При этом он не может дать больше, чем 2/3 от максимального наказания. Про это мы обязательно поговорим в другом видео. Итак, на простых цифрах понятно, что наша судебная система не такая уж и кровожадная. А оправдательные приговоры, как точка отсчета, ни в коей мере не выдерживают никакой критики. Миф второй. Все суды куплены крупными корпорациями и олигархами. Судиться обычному гражданину бессмысленно. К сожалению, именно этот миф тиражируют наши СМИ, различные, от мала до велика. Обратимся к официальным данным Верховного суда Российской Федерации. Трудовые споры о взыскании заработной платы были удовлетворены в 97% случаев, когда работник судился с работодателем. В судах граждан с пенсионными фондами различными суд удовлетворил исковые требования граждан в 77%. Простая статистика показывает, что при должной подготовке своей правовой позиции как минимум 80% того, что вы выиграете. Такова судебная практика. Третий миф. Все судьи сплошь коррумпированы. Вспомним дело судьи Хахалевой. Наше государство достаточно системно и постоянно работает над тем, чтобы искоренить коррупцию. Особенно в судейском корпусе, которых насчитывается чуть больше 27 тысяч человек. Не так уж и много. Для сравнения, адвокатов в Российской Федерации чуть больше 75 тысяч. Так вот, как это делается? Во-первых, повышенные зарплаты и пожизненные льготы. Человек знает, чем рискует. Во-вторых, обязательное аудиопротоколирование всех заседаний суда. Теперь это обязательно происходит. Третье, это появление в Уголовном кодексе такого преступления, как пособничество в получении или передаче взятки. И, кстати говоря, очень много адвокатов на этом сейчас именно и ловят, как пособников. Ну и, наконец, те самые решалы, адвокаты-решалы или какие-то другие люди, которые предлагают вам решить тот или иной вопрос через судью, зачастую обычные мошенники. В лучшем случае они пропадут с вашими деньгами, в худшем будут пойманы за руку, а у вас еще один состав преступления, как организатора дачи взятки. Будьте очень аккуратны. Безусловно, невозможно в такой большой стране все искоренить. Естественно, встречаются у нас коррумпированные, в том числе и судьи. С ними борются. Но если возвращаться к той же судье Хахалевой, то извините, нигде не было доказано, что она коррумпированный судья. Ее не отстранили, ее не лишили статуса. Да, была шумиха, поднял ее господин Жорин, но чем все это закончилось? Ее не лишили статуса. Можно по-разному к этому относиться, но тем не менее. Дело в том, что за последние 4 года несколько десятков судей лишили статуса и привлекли к уголовной ответственности. Именно поэтому я берусь утверждать, что в большинстве случаев суды не коррумпированы. Миф четвертый. Россияне не любят судиться, потому что они поголовно безграмотны. Если мы обратимся к статистике Верховного суда, то в 2019 году было рассмотрено больше 19 миллионов
гражданских исков. Вдумайтесь, 19 миллионов 600 тысяч. Это при том, что население Российской Федерации составляет 144 миллиона. Мало того, в Российской Федерации, по официальным данным, дипломированных юристов больше 1 миллиона. В Соединенных Штатах Америки всего лишь 700 тысяч с небольшим. Ну и, как я говорил уже ранее, адвокатов 75 тысяч. Любят судиться и судятся. И правильно, кстати говоря, делают. И, наконец, 5-й миф. Судиться дорого и долго. На самом деле, если мы посмотрим на статистику, то в 2019 году в пользу граждан было вынесено решений более чем на 200 миллиардов рублей. Если учесть, что государственная пошлина от 5 до 10 тысяч рублей, сами понимаете, достаточно высоки ставки. Мало того, грамотный адвокат всегда сможет компенсировать расходы на адвоката с проигравшей стороны. То есть вы и эти деньги можете отбить. Смотрите мой канал, об этом я обязательно сниму видео. Как компенсировать расходы на адвоката в суде. Что же касается сроков, то действительно в среднем суд в первой инстанции будет длиться, гражданский суд, до 6 месяцев. Обычно бывает и быстрее, редко когда дольше. В связи с чем это связано? Если суд длится более 6 месяцев, то, скорее всего, это стороны заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс. К сожалению, не всегда судья может на этот процесс повлиять, сроки рассмотрения. Но вы, как сторона, наоборот, если вы хотите, чтобы как можно быстрее закончилось судопроизводство, четко в срок появляйтесь в суде. Не пропускайте ни одного судебного заседания. Или наймите адвоката, который будет делать то же самое за вас. А если противная сторона будет намеренно затягивать сроки рассмотрения, заявлять ходатайство об экспертизах, которые совершенно уже не нужны, о допросе каких-то экспертов, о предоставлении каких-то документов из различных органов государственной власти, именно адвокат сможет мотивированно доказать судье, что это избыточные заявления, направлены только лишь на то, чтобы затянуть процесс судебный. Мотивированно доказать, а не просто встать и сказать: ваша честь, они затягивают тем самым процесс. Две разные вещи. Поэтому, когда вы подаете исковое заявление в суд, рассчитывайте примерно на полгода. А в тех случаях, когда этот срок превышается, законодатель поступил тоже достаточно мудро. Дело в том, что иногда затягивают сроки тем, что обжалуют решение первой инстанции специально. Это право любого гражданина. Никто не может лишить права обжаловать решение суда. Но решение суда второй инстанции вступает в законную силу незамедлительно, ровно для того, чтобы это не длилось годами. То есть, когда апелляционная инстанция выносит решение, оно уже вступает в законную силу. Даже если противная сторона обжалует его потом в третьей кассационной инстанции. Ничего это не значит. Можете сразу получать решение, исполнительный лист и идти к судебным приставам. Как я и обещал в самом начале, приговоры. Какие же приговоры выносит наша судебная система? Обращаемся все к тому же источнику — Верховный суд Российской Федерации. В 2019 году были вынесены следующие приговоры в процентном соотношении. Штраф 12% или 76 тысяч приговоров. Лишение свободы условно 20% или 161 тысяча дел. Лишение свободы реальное 29% или 179 тысяч. Обязательной работы 17% или 107 тысяч. Исправительные работы 9%, 54 тысячи. И ограничение свободы 3,5%, 22 тысячи. Как видите, не такая уж и карательная. Реальное лишение свободы всего лишь навсего треть, 29%. И как результат всей этой карательной судебной системы лиц, содержащихся в местах лишения свободы, всего лишь 500 000. Почему всего лишь? Да потому что 20 лет назад, в начале века, их было ровно в 2 раза больше. 1 миллион с небольшим. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корнев Антон. Уважаемые дамы и господа, специально для вас я создал обучающий ресурс kornev.moscow о том, как защитить себя, своих родных и близких, свой бизнес от полиции и налоговой. На ресурсе я собрал видеолекции, запрос документов, повестка,
обыск, выемка, то есть то, с чем мы, живя в России, постоянно сталкиваемся. В своих видеолекциях я более подробно, чем на своем YouTube-канале «Корнев и партнеры», раскрываю эти темы. Даю конкретные инструкции, правила поведения на примере реальных документов полиции и налоговой, с тем, чтобы минимизировать все негативные последствия. Фактически это одночасовые лекции по цене 1599 рублей. А для тех, кто хочет со мной познакомиться лично и может приехать в Москву, я провожу 4-часовое обучение в мини-группах «Защита прав предпринимателей при расследовании экономических преступлений». Стоимость 35 тысяч рублей. Ну и для собственников крупных бизнесов я провожу личное, корпоративное, 6-часовое обучение их персонала на тему поведения сотрудников при выемке, обыске в офисе, на допросе, опросе в полиции и налоговой. Езжу по всей России, провожу это обучение с учетом специфики именно вашего бизнеса и вашей компании. Заходите по ссылке, выбирайте, что вам нужно, оплачивайте и до встречи.